с пониманием опыта Чеченской войны. Вам кажется, что украинцы сейчас лучше понимают Чеченскую войну, чем тогда, когда она проходила? Да, кстати, я хотел вас поправить. Вот не чеченская война, а российско-чеченская или русско-чеченская. Российско-чеченская, да, Да, я да, согласен, да, конечно. да, да. Так же, как и российско-украинская война. В общем, да, я вижу интерес и вижу, вот, что украинцы понимают, что происходит на самом деле, что нужно копнуть историю, заглянуть в историю войн с другими народами, против чеченского народа, против Грузии. Вот, потому что сегодня российская армия делает именно то же самое, что делала раньше у нас на нашей земле. То есть я имею в виду про сегодняшнюю войну в Украине. Те же самые методы, никаких других методов или другой тактики у России нету. То есть погнали людей, вот как, извините меня, как стадо на убой. И вот эта мобилизация, о которой мы сейчас буквально недавно говорили, подчеркивает, доказывает это. Вот. И я помню, когда началась война в Украине в 2014 году, я как-то на митинге выступал, стоя рядом с украинцами, что сегодня лучше изучить нашу войну, войну против чеченцев. И тогда будет ясно всем, с кем мы имеем дело, то есть с варварами, для которых жизнь или совесть или благородство вообще, они это не понимают и не знают, у них никогда и не было. Ну вот эти события, то что когда в этом году российские войска вот так, начали крупномасштабное наступление, их зверства в таких населенных пунктах, как Буча, Гостомель, Ирпене, там, Мариуполь и в других городах. Это было у нас и на чеченской земле тоже. Именно так же действовала российская армия по отношению к мирным жителям. Вот. То есть все идентично, все одинаково. На кого бы я сегодня делал ставку, это на те батальоны и легионы, которые сегодня выступают на фронтах, вот, и воюют против российских оккупантов, а также грамотный подход к тем группам или же, скажем, другие национальности. Вот сегодня хотят выступать дагестанцы, хотят черкесы, грузины. То есть они уже начинают создавать свои движения. Вот буквально недавно было еще, вот как он назывался, это батальон имени имама Шамиля создали в Украине. Вот делать ставки на них. Вот именно вот эта сила, в которую я верю, что что-то может изменить. Но в самой России что-либо я в это не верю, что что-то изменят они сами.